Здравствуйте! Эфир телеканала «Салям» продолжают ишимбайские новости. В студии Дина Мурзина. Жители села Верхотор Ишимбайского района вместе с архитекторами обсудили финальную концепцию благоустройства своего населенного пункта. Это необходимо для участия во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Продолжение темы далее. В декабре прошлого года село Верхотор получило статус исторического поселения. Это событие дает населенному пункту возможность участвовать во всероссийском конкурсе по благоустройству. Заниматься формированием комфортной городской среды могут сами жители села. Сегодня у нас третье заключительное слушание. Уже будем обсуждать, можно сказать, готовый проект благоустройства этой территории. Территорию выбирали тоже сами жители через голосование. Для благоустройства в рамках конкурса жители большинством голосов выбрали территорию бывшего медиплавильного завода. Почему именно эта территория? Потому что это является исторической ценностью данного района, данного села. И для нас важно показать, что сюда нужно вкладывать деньги, что нужно развивать туристическую составляющую в селе, и что здесь есть потенциал развития, что сюда ездят люди, что есть люди, которые хотят вкладываться в это место и развивать его. И сами сельчане, они очень неравнодушны к этому месту, они его используют, они и гуляют вокруг территории завода. Во время третьей встречи с жителями обсудили функциональное зонирование территории, определили, где и какие площадки могут появиться, чем они будут наполнены. Эксперты проанализировали предложения сельчан и дали детальное решение конкретно по каждой площадке. В итоге выделили 4 зоны. Это так называемая входная визит-зона, зона активности, где установят сцену и места для сидения, чтобы проводить мероприятия. Третья зона – это полноценная детская и спортивная площадки, где могут проводить время сельчане всех возрастов. Четвертая точка благоустройства – набережная. Здесь установят пирс и оборудуют зону отдыха у воды. Жители проявили к проекту большой интерес и приняли активное участие в его обсуждении. Давно назрел вопрос о том, чтобы как-то облагородить, обустроить наше село. Во-первых, почему такое? Село очень древнее, одно из древнейших в Башкирии, наверное, и в Ишимбайском районе точно. Очень много лет ему. Земля здесь довольно-таки красивая, местность тоже прекрасная, хороший пруд, хорошие достопримечательности, церковь. Мы надеемся, что все-таки этот проект осуществится и у нас построить там что-то будет. Для детишек это очень будет хорошо и для всего населения в целом. Душа радуется то, что он восстанавливаться начнется. Это самое главное, что это первый шаг к восстановлению села, что, возможно, будет оставаться молодежь здесь. Население Верхотора 745 человек. В случае победы в конкурсе жители получат обновленный и благоустроенный населенный пункт. Ольга Валитова, Елена Рей, Ильназ Бекузин для информационной программы. В Ишимбайском Ледовом дворце состоялся товарищеский хоккейный матч, посвященный 89-й годовщине башкирской нефти. На ледовой арене встретились команда администрации под названием «Туратау» и команда 702, которую представили сотрудники предприятия «Башнефть-добыча». Дружеский матч в будущем планируют превратить в турнир с участием нефтяников не только Башкортостана, но и всей России. Как все прошло? В репортаже Елены Рей. Из скважины номер 702 16 мая 1932 года в Ишимбае забил первый нефтяной фонтан Башкортостана. Вся нефтяная промышленность республики начинается с этой даты. Само за себя говорит название команды представителей ООО «Башнефть-добыча» – команда 702. Такое торжественное соревнование, посвященное этой дате, в городе прошло впервые. Участники планируют сделать его доброй традицией. О моем личном отношении к спорту. Я парень деревенский, поэтому с малых лет меня родители поставили на коньки, зимой на лыжи, коньки, футбол. Поэтому и я также продолжаю традиции своих родителей. Поэтому у меня сын занимался хоккеем в детской школе хоккейного клуба «Салат Юлаев». И семья у меня спортивная. Поэтому спорт – это смысл моей жизни, это цель
когда ты у себя развиваешь состязательный дух, целеустремленность, целенаправленность, естественно, спорт – это хорошее подспорье. Уже 89 лет в Ишимбайском районе ведется добыча нефти. Часть месторождений по-прежнему находится здесь. По словам сотрудников ООО «Башнефть-добыча», в сутки по Ишимбайскому району добывают порядка 30 тонн нефти. И в ближайшие 25-30 лет черное золото здесь не иссякнет. А соревнования в следующем году на 90-летие башкирской нефти планируют провести еще грандиознее. Я спорт очень люблю. Я сам начинал с плавания в детстве. Первый взрослый разряд по плаванию. В НГДУ у нас традиционно 2 раза в неделю занимаемся футболом, мини-футбол. 2 раза в неделю занимаемся волейболом. Помимо этого, значит, сейчас начали заниматься хоккеем. После строительства вот этой шикарной Ишимбай-арены 2 раза занимаемся хоккеем. В честь юбилея башкирской нефти на следующий год в Ишимбае запланировано много различных мероприятий, в том числе и реконструкция площади первооткрывателей башкирской нефти. Уже прошли первые общественные слушания по этой теме, и совместно с проектным институтом разрабатывается концепция реконструкции. Елена Рей, Артем Наговицын для информационной программы. В храме Святой Варвары Скворчихинской Ишимбайского района прошло праздничное богослужение в честь 3-й пасхальной недели. Провел церемонию епископ Салаватский и Кумертауский Николай. Крестным ходом верующие дошли до источника Святой Варвары. Совпал с этим днем еще один праздник – день, когда сформировали все документы и отправили их на рассмотрение в Священный Синод Русской Православной Церкви на прославление Варвары Скворчихинской в лике святых. Продолжение темы в репортаже Елены Рей. И во веки веков. Монастырь Святой Варвары Скворчихинской является центром притяжения туристов и паломников со всей страны и даже из-за рубежа, что способствует развитию туристического потока в регионе. Это святое место включили в программу геопарка республики как историческую ветвь. Крестным ходом верующие дошли до источника Святой Варвары. Живот даровал, Христос воскресе. Сейчас в женском монастыре несут службу 8 монахинь. Организовывать быт им помогают так называемые трудницы, то есть женщины, служащие на бескорыстной основе. Молитвы здесь не прекращаются с утра и до вечера. Как отмечают монахини, много вопросов предстоит решить по благоустройству территории святых мест. Их обсудили с главой администрации Азаматом Абдрахмановым. Одна из проблем – это святой источник, на территории которого вот уже 9 лет функционирует временная деревянная купель. Нужны специалисты, которые разработают не только дизайн проекта, но и благоустроят место грамотно, не нарушив русло источника. Необходим также и проект озеленения. Нужно установить главные центральные врата, которые имеют не только эстетическое значение, но и духовное, а также ограду. Не ассоциируется с монастырем, когда нет монастырской ограды. Вот это должно быть обязательно. Кирпичная монастырская ограда. То это и как бы символ то, что это вот это монастырь, да, вот, и это идет с древности, с древних времен, когда монастыри возводили свои стены монастырские для защиты от нападения вражего, да, врагов всяких. Вот. Но это же еще и красота. Это, если сейчас вот у нас проекты есть на ограждение, там и башенки по углам, да. То есть вот это настолько облагораживать будет место это. Фонд «Свидетель милосердия» в этом году полностью оплатил газификацию монастыря. Сумма инвестиций составила 1 миллион 600 тысяч рублей. Ранее все помещения на этой территории отапливали электроэнергией. В зимнее время на обогрев уходило более 150 тысяч рублей в месяц. В планах монастырской жизни и духовная часть. По приглашению епископа Салаватского и Кумертауского Николая в мае Ишимбайский район планирует посетить делегация художников в рамках международного проекта «Русская Атлантида». Вот уже 2-й год подряд мастера-живописцы приезжают на пленэр в монастырь Варвары Скворчихинской и отражают его красоту в своих картинах. Елена Рей, Арсен Рахмангулов для информационной программы.
Любители и ценители изобразительного искусства в Ишимбае смогут познакомиться с творчеством молодого художника Ильшата Даутова, персональная выставка которого открылась в местной картинной галерее. Основная специальность автора – инженер-конструктор, а увлечение живописью у него с детства. Именно поэтому герой нашего следующего сюжета закончил художественную школу. Уже по окончании технического вуза он получил вторую специальность дизайнера в педагогическом университете. Подробности в нашем следующем репортаже. Это первая персональная выставка молодого художника. Увлечением своим Ильшат Даутов занимается в свободное от работы время. Главные материалы, которые автор использует для создания своих картин – масляные краски и холст. А тематику живописных произведений он находит в природе родного края. Пишу маслом в основном. Я давно пишу, можно сказать, с детства. А увлечен я начал буквально 2-3 года назад. Хочу совершенствоваться. Кому что в данной выставке у меня 26 картин. Как вы видите, 95 картин. Две жанры и 30. В основном Ильшат Даутов рисует пейзажи и натюрморты. Есть в галерее его работ и сюжетные картины. К примеру, одна из них написана в год 75-летия Великой Победы. Посвящена она блокаде Ленинграда и отражает весь трагизм того времени. Вы, если заметили, да, она выполнена в таких белых, серых и черных тонах. Настраивает зрителя сразу, конечно, на такой трагический лад. И вот в центре фигуры, в центре картины вы видите, что старая женщина сгорбленная, она вот на санях везет гробик маленький, да? Как автор сказал, что он везет ребенка. Вот эту трагедию, вот эту повторяет еще как бы вот эти глазницы, черные глазницы, они как выплаканные вот дома, посмотрите. Это все говорит о какой-то большой трагедии. И что удачно в этой картине, художник, конечно, он нашел такое яркое оформление для этой картины. Посмотрите, вот старые доски, они обрамляют эту картину. А если помните, что был голод, холод, в блокадном Ленинграде отопили не только старыми, там, но и новой мебелью, старинной мебелью, скажем, там, книгами. Поэтому вот это как раз зрителя заставляет задуматься и вспомнить какие-то вот эти дни. Персональную выставку молодого художника посещают ученики, студенты, которые обучаются изобразительному искусству. И любой творческий опыт им очень полезен. Учусь я на дизайнера. По отраслям мы изучаем все разновидности дизайнера. Это ландшафтный, архитектура, веб-дизайн и так далее. У нас в данный момент музейная практика, мы ездим по разным городам, посещаем музеи, и в данный музей мы приехали с целью посмотреть, какие тут висят работы, ознакомиться с городом и с этой картинной галереей. На этой выставке меня привлекли пейзажи нашей Башкирии, природы, и также здесь выставка художника Даутова. Вот, его картины тоже довольно-таки привлекательные и интересные. Любители изобразительного искусства смогут познакомиться с творчеством Ильшата Даутова до конца мая. До этого времени выставка его работ будет находиться в картинной галерее города Ишимбая. Ольга Валитова и Ильназ Беккузин для информационной программы. И новости спорта. Традиционную легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Восход» ишимбайцы посвятили победе в Великой Отечественной войне, поэтому проводится она в начале мая. Ежегодно в этом соревновании участвуют представители предприятий, сельских советов, образовательных учреждений города и района. С каждым годом участников становится все больше. Мы все занимаемся спортом в нефтяном колледже, и каждый желающий, в принципе, хочет принять участие, но у нас очень серьезный отбор. Лучшие спортсмены показали, естественно, лучшие результаты, и поэтому здесь вот приняли участие только самые лучшие и готовившиеся спортсмены. В нынешнем году в легкоатлетическом состязании выступили более 30 команд. Это около 500 участников. Лучшим спортсменам вручили кубки, грамоты и медали. И на сегодня это все. Всего доброго. До свидания.